На ваших экранах Петр Захаров, участник бостонского чикагского марафона в возрасте 45 лет. Впервые приобщился к бегу и сейчас становится во второй раз в своей жизни, в спортивной карьере, участником спортивных игр. В 2019 году в Бамге в составе сборной команды Оленевского улуса тоже стал участником 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Ну а сейчас в составе команды Чарапкинского улуса выступает в 8-х спортивных играх народов Республики Саха-Якутия. В этом году он пробежал бостонский марафон. В прошлом году в октябре месяце бежал чикагский марафон. И сейчас готовится, чтобы пробежать берлинский марафон. У него была цель пробежать все мейджоры, но, к сожалению, когда он полетел в Токио, в Токио разрешили спортсменам элиты только, поэтому, к сожалению, он только полетел в Токио и увидел эти соревнования своими глазами, загорелся тоже идеей. Но он стал, как он сам мне говорил, единственным участником из нашей республики бостонского марафона. Человек сейчас очень преданно относится к марафонской дружине. Представляет команду Чарапкинского улуса. 71-го года рождения, мой одноклассник, выпускник Чарапкинской средней школы 1988 года. В школьные годы очень здорово играл в баскетбол, потом в студенческие годы занимался видами единоборства кикбоксинг, ну а потом играл очень здорово тоже волейбол. И сейчас в возрасте, сейчас ему стукнуло 51 год, сейчас очень усердно тренируется под руководством заслуженного мастера спорта Татьяны Юрьевны Жирковой. Марафонская дистанция очень тяжелая. Сама подготовка к этим стартам еще тяжелее, потому что Петр в самые холодные погоды не прекращал бегать на улице, преданно спорту, преданно любимому делу. И мы видели, когда он бежал и в жаркие знойные дни, и в холодные дни под 50 градусов. Но спортсмены-марафонцы, они такие люди, очень преданные, несмотря на никакие погодные условия, и дождь, и снег, и холод, и в жару, и в ветреный день, все равно продолжает тренироваться, потому что тренировка марафонца требует от спортсменов круглогодичного отношения. В марафонском беге нельзя вот какое-то время потренировался, потом отдохнул, и опять где-то всегда очень тяжело бывает начинать заново. Поэтому все те люди, которые любители длинных дистанций, они вот так вот бегут в любую погоду, круглогодично, несколько лет.